Всем привет! Сегодня мы с вами изучим, как образуются отрицательные и вопросительные формы простого прошедшего времени глагола «чидель» киншат. Отрицательная форма данного времени образуется при помощи отрицательных суффиксов «бабе», «папе», «маме», которые присоединяются к основе глагола. И уже потом присоединяются суффиксы прошедшего времени «д», «д», а затем следует личное окончание второго типа. Рассмотрим, как образуется отрицательная форма на следующем примере. Возьмем глагол «алу», который переводится как «брать, покупать». Итак, сначала у нас должно образоваться отрицание. К основе глагола «ал» мы прибавляем отрицательный суффикс «ма», получается «алма». Далее прибавляем суффикс прошедшего времени, в данном случае твердое «д», так как слово у нас твердое. И после этого уже прибавляем личное окончание второго типа, в данном случае это окончание «м». И получается у нас глагол «алмадым», а предложение звучит «мен алмадым», то есть «я не брал». Также и в следующих примерах. «Сен алмадым», «ты не брал». Нам нужно помнить, что сначала мы прибавляем отрицательный суффикс к основе глагола, далее идут суффиксы прошедшего времени, и после этого идут личные окончания второго типа. Во втором лице прибавляется личное окончание второго типа «н». Получается «сен алмадын», «ты не брал». Уважительная форма «сыз алмадыныз», «вы не брали». И третье лицо «ол алмады», «он или она не брал или не брала». В третьем лице, как мы помним, не прибавляется только личное окончание. Также во множественном числе «біз алмадык», «мы не брали», «сендер алмадындар», «вы не брали», это множественное число. Уважительная форма множественного числа «сіздер алмадыныздар», «вы не брали». И третье лицо «олар алмады», «они не брали». Теперь рассмотрим, как образуется вопросительная форма простого прошедшего времени глагола. Вопросительная форма может образовываться при помощи двух способов. Первый способ – это при помощи вопросительных частиц «маме», «бабе», «папе», а также при помощи вопросительных местоимений, таких как «кым», «кто», «не», «что», «кайда», «где», «кашан», «когда», «калай», «как» или «каким образом» и так далее. Вопросительную форму, которая образуется при помощи вопросительных частиц, мы используем тогда, когда можно на данный вопрос ответить либо да, либо нет. Разберем следующий пример. «Мен жаздым», «я писал». Первый способ образования вопросительной формы – это при помощи вопросительных частиц. «Мен жаздым ба», «я писал», то есть на этот вопрос мы можем ответить либо да, либо нет. А вопросительная форма, которая образуется при помощи вопросительных местоимений, уже предполагает более сложный ответ на данный вопрос. Как в следующем примере. «Мен не жаздым», «я что писал». Здесь мы уже не можем ответить да или нет, нам нужно дать полный ответ на данный вопрос. Также и в следующем примере. «Вы на стуле сидели». «Сіз орындыкта отырдыңыз». Образуем вопросительную форму сначала первым способом, при помощи вопросительных частиц. «Сіз орындыкта отырдыңыз ба», «вы на стуле сидели», и вы на этот вопрос можете ответить либо да, либо нет. И более сложную форму мы образуем при помощи вопросительных местоимений. Как в следующем примере. «Вы где сидели?» «Сіз кайда отырдыңыз». То есть нам уже здесь в данном вопросе придется дать более сложный ответ. Мы на этот вопрос уже не можем ответить либо да, либо нет. Но на этом у меня все. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующем уроке.